До начала выборов осталось несколько часов. Традиционный день тишины в этом году отменен. Запрет на предвыборную агитацию вступит в силу 17 сентября и продлится до закрытия избирательных участков. Отдать свой голос за того или иного кандидата или партию можно в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье. О готовности избирательных участков к предстоящему голосованию говорили сегодня на пресс-конференции в избиркоме Коми. Тему продолжит Наталья Юрина. На финишной прямой 638 избирательных участков Коми к предстоящим выборам готовы. СИЗы, ящики для голосования и бюллетени на местах. Списки избирателей сформированы. Работать участки будут с 8 утра до 8 часов вечера на протяжении 3 дней, с пятницы по воскресенье. В настоящее время осуществляются работы по подготовке помещений для голосования к дням голосования. Расстанавливается технологическое оборудование таким образом, чтобы попадало в ракурс видеокамер, которые развешаны у нас в 356 помещениях. Ракурсы мы сейчас подтвердим, и эти ракурсы должны быть обеспечены в неизменном виде все 3 дня. В этом году количество видеокамер, работающих на участках, увеличили на 56. Практически на всех предусмотрена видеорегистрация процесса. Общедоступной трансляции не будет. Следить за процессом смогут те, чьи имена в бюллетенях, представители партий, общественники, уполномоченные по правам человека. На 65 участках запустят комплексы обработки информации бюллетеней. КАИБы перепрошили. Благодаря новой программе комплексы будут работать 3 дня. Ранее возможности такой не было. Ночью, где КАИБов нет, бюллетени с голосами запечатают в сейф-пакеты, которые направят в отдельный сейф. На этом сейфе в обязательном порядке должна быть табличка о том, что там хранятся сейф-пакеты. И это вот все должно четко просматриваться в поле зрения видеокамеры. Какие-либо иные предметы и материалы храниться в этих сейфах не могут. Они предназначены исключительно для хранения сейф-пакетов. Сейфы будут опечатываться, бумажкой, скорее всего, с печатью участковой избирательной комиссии. И то, что туда будет попадать в течение 17 и 18 числа, будет извлекаться только после 20:00 19 числа. В региональном избиркоме явку избиратели ожидают на уровне от 36 до 46%. Досрочно в Коми проголосовало более 3500 граждан. 8314 жителей республики изъявили желание проголосовать дома. Члены участковой избирательной комиссии посетят избирателя с бюллетенем и переносным ящиком в согласованное время. Для такого формата голосования необходимо до 14 часов 19 сентября обратиться в территориальную избирательную комиссию письменно или по телефону, лично или через представителя. Также избиратели могли оформить заявление о голосований по месту нахождения. Общее число заявлений на исключение у нас около 24 тысяч из наших списков. И общее число заявлений на включение в списки избирателей на территории Республики Коми около 20 тысяч. И вот он наш баланс, минус 4 тысячи от общей численности избирателей. Многие перекрепляются от участка к участку, не выезжая за пределы Республики Коми. То есть они остаются здесь, то есть мы их, по сути, не теряем. В региональном избиркоме отмечают тенденцию сокращения жалоб и обращений. Недовольств поступило 10. При этом здесь столкнулись с другой проблемой. Члены избирательной комиссии начали болеть. Пришлось действовать оперативно. Нашли замену в резерве. Примкнет Коми и к всероссийскому эксперименту. На 41 избирательном участке внедрят систему проверки однократности голосования. Любой избиратель, который будет заходить в помещение для голосования вот этих 41 избирательного участка, до получения избирательного бюллетеня сведения о нем будут через портал государственных услуг вноситься на сервер. Первые 2 буквы имени, отчества, фамилии, дата рождения и последние 4 цифры паспорта. Оператор забивает эту информацию, нажимает кнопочку и получает информацию. Не получил ли этот гражданин избирательный бюллетень где-либо в другом месте. В Коми проходит несколько избирательных кампаний. В ближайшие 3 дня жителям республики предстоит не только избрать депутатов Госдумы, но и депутатов в Советы городских и сельских поселений, а также глав поселений. Наталья Юрина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.